Здравствуйте! Сегодня будем демонстрировать сухое бурение по технологии Diamond Hit. Будем производить уже в готовом жилом помещении при помощи пылесоса, для того, чтобы помещение не загадить пылью. Бурили с неудобного положения, приходилось выстраивать конструкцию, на которую опиралась бы одна нога. Общая сложность бурения с подготовкой заняла порядка минут 20-25, прошли две арматуры горизонтальные. Пыли не было. Сначала, когда керн забился, почистили, потом все пошло очень хорошо. Вот, коронка, так скажем, не нагревалась. То есть рукой можно трогать спокойно. То есть если мы потом откладываем при бурении коронку, вытаскиваем, ложим вот на какие-то нежные поверхности, то коронка их не сжигает. Это очень хорошо. Для альтернативы бурения, конечно, если можно было бы выбрать снаружи буриться по фасаду мокрым бурением, но это что? Ограничивает попадание в нужную точку для системы вентиляции, да? Вот, потом выход был бы большой, то есть мы разбили бы, наверное, всю отделку внутреннюю, что тоже очень критично для готовых помещений. Если изнутри, можно было попробовать пробить, наверное, перфоратором, но, соответственно, мы здесь нанесли бы опять же кучу пыли и затратили, наверное, бы около дня. Еще очень хорошая функция этой дрели Байер. Значит, то, что здесь есть электроника, и когда происходит закусывание, тебя не наматывает на эту дрель. Вот работал, так можно сказать, одной рукой с левой стороны, да, опирание делал, и при закусывании арматуры, бетона, она просто останавливается, и можно продолжать работу дальше. Чуть-чуть расширил и дальше работаешь. Допустим, в другом случае, если перфоратором просто бы работал, ручка бы, наверное, побила бы потолок, побила бы и меня, вот, и меня бы сбросила со стульчика того, что подготовили. Это очень хорошая функция и, в принципе, спасет много жизней при работе с такой дрелью. В чистом помещении, я думаю, альтернативы нет.